Юбилейные даты в Мирнинском районе стали отличным поводом для совместного проекта Краеведческого музея Управления культуры Мирнинского района и Мирнинского отделения Русского географического общества. Проект называется «По следам алмазников-первопроходцев». Более подробно об их экспедициях мы сейчас поговорим с его участниками. Алексей, расскажите, пожалуйста, как идея самого проекта «По следам алмазников-первопроходцев» зародилась? Чья это была инициатива? Эту идею вынашивали когда-то мы, еще с автоклубом «Медведь», и уже ставшим отделением Русского географического общества «Мирным», познакомившись с Ларисой Петровной, у нее тоже точно такая же идея была, и мы, пообщавшись, приняли решение, что в эти юбилейные даты, 25-й год, алмазной столицы, как никогда надо осуществить данный проект. Ну да, действительно, этот год у нас богатый на юбилейные события, 80-летие Победы. Я знаю, что вы также посвятили свои экспедиции как раз-таки этой значимой дате и 70-летию города Мирного, и 60-летию Мирнинского района. Ну и самое главное, 180-летие Русского географического общества. Да. Ну, а в целом, расскажите, пожалуйста, как складывался проект? Точнее, из чего он состоит? Из каких экспедиций? Сколько было экспедиций? Более подробно. Очень интересный, да, проект очень интересный. Сначала он родился, конечно, на бумаге. Мы собирались по вечерам в музее, мы обсуждали, мы читали литературу, набросали проект, смету. Нас поддержало Якутское отделение Русского географического общества. И, не откладывая, скажем, уже в июне у нас была первая экспедиция, потому как этот проект огромный, большой, мы его разделили на 3 или, может быть, если получится, на 4 экспедиции. А первая экспедиция у нас была в село Тасюрях. Начиная от Ленской трассы до села Тасюрях, там веселая дорога такая, ну почти как Ленская, ну чуть-чуть менее веселая, но тоже такая нормальная. Ну вот это единственное веселье было по дороге в Тасюрях. Но вы, получается, добирались до самого места назначения не только на машине, а? Да, мы на внедорожниках приехали в Тасюрях. Там мы, получается, разделились. Клара Христофоровна, Алексей и Лариса, они занимались делами экспедиции в Тасюрях. А я с Анатолием Даниловым, председателем родовой общины Бутылбы, мы поехали как раз вот на место вынужденной посадки самолета. То есть наша задача была, во-первых, найти это место, поставить координаты, потому что толком никто не мог дать координаты конкретные, то есть географические. И поставить памятную табличку, которую мы сделали здесь в Мирном, как раз в памяти Куницына Иннокентия Трофимовича, летчика. Я понимаю, что ваш проект, он конкретно повторяет хронологию тех событий, которые были у первопроходцев. Да, совершенно верно. Мы хотели повторить хронологию, потому что, во-первых, это интересно, а во-вторых, мы хотели, чтобы это было интересно молодежи, с чего все началось. И вот первый шаг нашей экспедиции с села Тасюряха, потому что там была вынужденная аварийная посадка, первого алмазинского летчика Иннокентия Куницына. Мы отыскали то место благодаря жителям. Оно находится выше по течению Большой Баутобии.
установили мраморную табличку памятную, отбили координаты GPS, тем самым увековечив исторический момент и события тех лет. То есть, если я открою, условно говоря, Google карту, допустим, да, и я захочу найти это место, оно мне покажет точные координаты. Точные. Здорово. Ну вот вы говорите, что никто не мог вам дать точные координаты. А как вам это удалось определить? Как вообще сам проходил процесс? Ну, пальцем-то могли ткнуть примерно на карте, но в итоге мы с Анатолием, когда ехали, у них там стоит как раз вот на этом озере, вернее, рядом с этим озером, на реке, стоит знак дорожный. И вот мы его как раз искали, и где он находится. А так вот прямо на карте показать, что конкретно вот здесь. То есть нам этого не смогли показать. Но вот когда мы приехали уже, естественно, по картографическому приложению все, точка забита. И теперь мы знаем, как оно выглядит, и в том числе из космоса. Вообще, как составлялся маршрут? То есть вы, получается, составили хронологию тех событий, дальше начали, приехали в Тасюрях. Да, приехали в Тасюрях. Ну, Тасюрях, помимо еще летчика Куницына, да, в честь которого названа улица в Мирном, там мы познакомились с удивительными жителями и, значит, с дочерью Иннокентия Ивлева. Это каюр, который работал вместе с Хабардиным. Мы в разговорах с жителями вот выяснили у одной из жительниц Тасюряха, Степанова Раиса Романовна, она маленькая, помнит, что, говорит, когда была маленькая, у меня был железный стульчик. То есть, как бы в те годы послевоенные не так много было гражданского металла, надо сказать. Поэтому она говорит, я его помню, но потом куда-то он пропал. И говорят, есть на старом кладбище, которое там в Тасюряхе находится, кладбище каюров, там где-то, значит, у какой-то могилы, в какой-то могиле, он находится, этот стульчик. Ну и мы, благодаря Агнии Семеновне, главе Тасюряха, она дала проводников, мы на лодке, на трекале пересекли речку там и поехали на это старое кладбище. Да, действительно, мы нашли эту могилу. Вот. Стол летчика Куницына. Немножко переделан. Видно, что это летческий такой стол. И вот на этой старой могиле 1975 года, как сейчас помню, да, действительно стоит это такая сваренная так, в виде решеточки такой креслица от этого самого самолета. То есть, если взять условно этот каркас, можно будет восстановить это кресло? Ну, конечно, его можно восстановить, но мы не стали забирать. И уникально это кресло тем, что никаких артефактов от этой вынужденной посадки не осталось. Летчик Куницын, да, они когда приземлились, там были останки самолета. В этом самолете их было 3. Кинооператор Евгений Кельман и замначальник по хозчасти однофамилец Куницын. Да. И когда они вынужденно приземлились, они ждали ледохода, чтобы найти людей, выйти на людей. У Куницына, у летчика Иннокентия Трофимовича открылась язва, и он умер. И вот они его привязали к плоту и вдвоем ждали ледохода, чтобы сплавиться уже ниже по реке и выйти, найти людей. То есть самолет приземлился на лед, на озеро? Да, местные жители говорят, что на озере он приземлился, и озеро они назвали самолет Тах. И я к тому, что были найдены обломки, винт, моторы, это все хранилось в музее Тасюряха, но музей сгорел и ничего не осталось. Поэтому, как никогда, это маленькое сиденье так вот важно. Я еще читала, что есть версия, что на дне озера, возможно, есть останки остальных частей самолета. Нет, жители тоже предполагают, они говорят, что, скорее всего, можно, да, там, если погрузиться, то что-то найти. У нас тоже есть еще один этап экспедиции именно с дайверами объединиться и попробовать погрузиться, посмотреть, найти останки самолета. То есть продолжение вот именно этой экспедиции в село Тасюрях на место крушения этого самолета может иметь продолжение, правильно? Да, конечно. Здорово.
Так, ну а подробнее о ваших членах экспедиции. Кто с вами ездил? Интересно. Ездило нас 4. Это Лариса Петровна Наумова, директор Краеведческого музея, Клара Христофоровна Конобулова, хранительница, я бы так сказал, Крестьянского музея, также краеведческого, наш путешественник и член отделения РГО «Степень» Валера. Ну, Валерий, я знаю, что для вас это не первая экспедиция. Вы, можно сказать, опытный путешественник, участник различных экспедиций Русского географического общества. А вот чем отличалась эта экспедиция от предыдущих? Знаете, эта экспедиция, она отличалась именно не прохождением маршрута, а сбором информации. То есть то, что мы нашли в интернете, то, что мы знали там в книгах, да, то есть, ну, это одно, да. А вот очень много информации, интересных фактов мы почерпнули именно из общения с людьми, которые там живут, находятся, с современниками. Тех людей там уже многих нет в этом мире, но вот там очень интересно было общаться с пожилыми людьми, они еще очень много помнят, рассказывают. Был ли языковой барьер? Нет. То есть все спокойно можно было передать. А удалось ли пообщаться с человеком, который непосредственно лично был знаком с Куницыным, Иннокентием Трофимовичем? Ну или хотя бы видел, может быть, их? Вы знаете, там эта история как раз о том, что он погиб, и с ним никто не мог быть знаком там. То есть он именно там и погиб, да. То есть они совершили вынужденную посадку в начале марта. Как вы понимаете, это еще зима. То есть вот представьте, в тайге никого нет, люди сели на самолете, у них ничего нет вокруг, оружия. Из оружия сначала нам говорили, что у них нет оружия, потом говорили, что у них одна ракетница, потом выяснилось, что у них был пистолет. И вот они там каким-то чудом из этого пистолета подстрелили небольшого лося там, или лосенка, ну, кто как говорит. И вот на этом выживали. И как раз, так как Куницын был ветеран, он был комиссованный летчик, то есть у него здоровье было уже подорвано, и эта болезнь у него была язва. И он погиб, умер вот 2 мая. Вот 2 месяца, получается, они выживали в тайге. Ну, 17 июня у нас была первая экспедиция, а 9 августа у нас была вторая экспедиция в село Крестях, коса Соколиная, где в 1948 году был найден первый алмаз. Выдвинулись мы также вчетвером на 2 внедорожниках. Нас встречала Клара Христофоровна Конобулова, которая была нашим проводником. Но продолжая, скажем, эпопею летчика Куницына, первым делом мы посетили его могилу, где действительно он был захоронен. Захоронен он на берегу реки в селе Вилючан. Вы тоже являетесь участником экспедиции проекта «По следам алмазников-первопроходцев». И с какими историческими источниками вам пришлось работать? Может быть, какой-нибудь архив открыли, мемуары, фотографии, другие какие-то объекты, предметы? Конечно, мы посетили музей, который на данный момент он закрыт. Увидели множество источников, фотографий, фотоальбомы, воспоминания. И даже увидели, там, конечно, в музее очень много таких исторических, да, материалов. Даже увидели первый деревянный дом нашего города Мирного, который построил основатель поселка Мирный Иннокентий Прокофьев. То есть это единственная, получается, фотография? Да. И мы его сохранили. Очень интересно тоже. Ну, какие находки были во время экспедиции у вас?
Вы как мы- сотрудник музея сами знаете, каково это найти, обработать уже саму находку, да, ну и вообще саму ценность предмета. Там, значит, мы увидели остатки первой экспериментальной фабрики, где работали геологи, в том числе Григорий Файнштейн. И было интересно ходить в этой местности, да, и что-то находить. И вот после этой экспедиции, ну, мы там нашли, так скажем. И, кстати, там были остатки временных домиков работников Амакинской экспедиции. Тоже было очень интересно. Мы прям туда ходили и специально искали и нашли кое-что. А жители села сохраняют специально это или, ну, то есть оно просто уже лежит, и они к этому не придают никакого значения? Ну, получается, это место, да, Коса-Соколиная, это и есть памятник истории и культуры Республики Саха-Якутия. Это место, получается, охраняется государством. И, ну, это памятное место, и нельзя так просто так прийти, да, допустим, там разрушить нельзя. Даже памятник истории и культуры. Но обычный житель, любой, который заинтересуется этой историей, да, может местом, он может приехать и посмотреть, правильно? Конечно. То есть оно доступно для каждого. Да, доступно для каждого. И там прямо остатки вот этой фабрики и домов там сохранились. И мы как раз с этой экспедиции привезли очень интересные экспонаты и даже минералы с косы Соколиной. И сразу в музее мы оформили интересную витрину, посвященную вот экспедициям Уже вашим нашим. музею. И получается, эти исторические артефакты уже стали экспонатами музея. Вот так вот, с пылу с жару. Да. Ну, расскажите нам подробнее, пожалуйста, об этих экспонатах. Вот, посмотрим. Летом мы работали насыщенно, плодотворно, не сидели, да, не скучали, так скажем. Да. Получается, у нас было 3 экспедиции. Село Тасюрях, село Крестях, село Вилючан и село Сюльдюкар. И вот, значит, да, это прямо подлинные, да, исторические, так скажем, да, артефакты. Вот металлический фрагмент дома работников Амакинской экспедиции вот на косе Соколиной на берегу реки Вилюй. Вот фрагменты здания фабрики тоже с косы Соколиной. Даже вот видите, даты написали 10 августа. Но для вас это была первая экспедиция в вашей жизни или уже были подобные экспедиции и подробнее о вашем опыте? Экспедиции вообще являются одной из важных работ, музейной работы. Вообще благодаря экспедициям пополняется фонд. Но у нас музейные экспедиции, они бывают такие, да, этнографические, историко-бытовые, а именно с Мирнинским отделением Русского географического общества мы поехали первый раз. А эту экспедицию как бы вы назвали? Ну, вот вы говорите бытовые, там, историко-краеведческие. Краеведческие, а эту экспедицию какой? Это тоже историко-краеведческая. Это тоже. А последняя наша экспедиция, тоже можно сказать, историко-этнографическая, потому что эти науки, они же все взаимосвязаны, поэтому одно без другого не может быть отдельным. И, значит, мы, когда поехали в село Крестях, мы сразу поехали в село Вилючан. Почему? Потому что там находится могила вот, Иннокентия Куницына. То есть, получается, вы продолжили путь первой экспедиции. Первая экспедиция у вас была завязана с летчиком Куницыным. И дальше место падения самолета. Да, место падения самолета, где было, ближе к селу Тасюрях, правильно? А дальше вы уже поехали в Крестях. И следовал путь у вас до Вилючан. Да, мы от Крестяха поехали в Вилючан. Вилючан от Крестяха находится где-то километров 60.
Вот, и там тоже было очень интересно. Почему? Потому что там мы также, кроме могилы Куницына, посетили в школе галерею учителей, которая, если я не ошибаюсь, единственная в России. Вот. Мы там познакомились тоже с интересными людьми, в том числе с ветераном педагогического труда Фатимой Никифоровной Подрясовой. Она после окончания института, совсем молодой, приехала строить Мирный. Вот тоже интересно. Она, можно сказать, стояла у самых истоков. И вот мы там с ней, ну, я вообще была с ней знакома давно. Мы с ней там встретились, и потом дальше мы посетили галерею, художественную галерею имени Эдуарда Пахомова. Имя Эдуарда Пахомова, к сожалению, в Мирном не очень известно, немногие знают. А вообще-то это известный скульптор Якутии, и не только Якутии, но и России. Он в Мирном, он является автором таких композиций: памятник Ленину, памятник Сталину, композиция, шикарная, которая на Вилюйском кольце. Это все работы от Эдуарда Пахомова. Прям уникальная для меня информация. Да, и я тоже, в свое время не знала, кто это такой, Эдуард Пахомов, но мне стало интересно, кто же это такой. Я начала изучать, копаться, и вот я вышла на его родную сестру Розалию Иннокентьевну. Она живет в селе Вилючан. И мы с ней общались через телефон, и наконец-то вот нынче летом мы с ней встретились. И она мне сказала: я очень благодарна вам за то, что вы такая молодая, интересуетесь историей, и такую хорошую статью написали про моего брата. И вот эта художественная галерея, она носит имя Эдуарда Пахомова. Он был открыт по его инициативе тоже. Там у нас была очень тоже интересная встреча. Нас обрадовало то, что пришли и молодежь, и люди среднего возраста, и ветераны-старожилы, в том числе женщина, которая помнит, как ее мама рассказывала, когда ей было 10 лет, она увидела плот, который плыл с телом летчика. То есть свидетель, живой свидетель. Живые свидетели до сих пор есть. И была еще одна учительница русского языка. Она в школе руководила, во время работы в школе она руководила пионерским кружком. И вот ребята с этого кружка следили много-много лет за могилой этого летчика. Ну, село Вилючан находится на берегу реки Вилюй, и вот на высоком берегу похоронен этот летчик. Мы тоже там были, посмотрели. Так сказать, возложили цветы и отдали дань уважения. Артефакты, которые привезли участники экспедиции по следам алмазников-первопроходцев, можно назвать уникальными. Но, как уверили нас сами участники проекта, это их не последняя экспедиция. Нам остается только ждать и следить за их событиями.